Добрый день, дорогие телезрители. В эфире республиканского телевидения старая добрая программа «Один из нас». И я очередной раз, скажем так, без такой сопутствующей аудитории, делегирую вопросы, которые могут возникнуть у населения в связи со складывающейся ситуацией. А ситуация у нас такая. На середину января мне пришлось очень долгое время проводить телефонных разговоров между народным депутатом Андреем Юрьевичем Николаевым, председатель контрольного комитета. Да, председателем контрольного комитета, и вникать в темы тарификации за электрическое отопление. И наши гости, я с огромным удовольствием представляю, председатель Госкомцен Республики Николай Владимирович Бачков. Здравствуйте. Здравствуйте. Со стороны ресурсников заместитель директора филиала ПАО ДЭК Дмитрий Русланович Платонов. Здравствуйте. Добрый день. И председатель постоянного Контрольного комитета. И председатель контрольного комитета Государственного собрания Ултумен Республики Саха-Якутия, народный депутат Андрей Юрьевич Николаев. Здравствуйте. Здравствуйте. И говорить мы сегодня будем о внезапно для некоторых выросших тарифах на электроотопление. Получается так, что первым тревожный сигнал, да, подали избиратели Андрея Юрьевича, которые проживают в местностях Сунтарского улуса. Да? То есть резкий рост начислений был заметен в конце декабря, в начале января текущего года, да, получается. Давайте вот с точки зрения ваших избирателей, как они расценивают данное нововведение. Закон вступил, да, и, соответственно, сигналы начали еще с прошлого года поступать. Но самое большое количество началось с этого года. С ноября, с октября и особенно в декабре, когда начали рассчитывать оплату и так далее, да. И, соответственно, вот этот вопрос коснулся очень многих, потому что в этом году была холодная зима относительно прошлых лет. И, соответственно, у всех по электроотоплению возникли большие переплаты. В связи с тем, что снизили лимит в прошлом году, да, позапрошлом году, и с прошлого года она начала работать, и, соответственно, у нас снизилось почти в 2 раза этот лимит. Ну, это вызвано федеральными, да, требованиями и так далее. В том числе, да, но я как заметил, да, исходя из анализа, 6500 это у нас только в регионе, да, а у других это было 7,20, да. В связи с тем, что федеральный лимит умножается на коэффициент 1,8, то максимально можно было поставить 7,020, да. Но почему-то у нас принято 6500, на 8% больше было бы как бы лимит. То же самое по второму диапазону, можно сказать, тоже на 8% можно поднять. Люфт все-таки есть, ну, даже относительно федерального закона. Но у людей, как я увидел, да, это коснулось нескольких тысяч. Например, по 2024 году по первому диапазону было 12 950 лицевых счетов, которые входили в этот лимит. Но в 2025 году уже в ноябре, да, уже стало 12 341, что на 606 лицевых счетов меньше. Это означает, 606 лицевых счетов, это семей, да, которые платят электроэнергию, они попали, это включая Сунтарский и Нюрбинский улусы, да, они попали под второй диапазон. То же самое по декабрю, да, по декабрю еще больше, да, 12 лицевых счетов было в прошлом году, которые впадали по первый диапазон, а стало по 11 246 лицевых счетов. Это на 766 лицевых счетов больше, чем в прошлом году. Соответственно, если тариф такой же был, но в прошлом году многие укладывались, да, но сейчас эта цифра увеличилась на несколько тысяч лицевых счетов. Но это прискорбный тренд, который, к сожалению, в последние годы, дает о себе все больше знать. Да? То есть за услуги, еще раз, ЖКХ населению в очень скором времени, с учетом всех реалий, складывающихся и во внешнеполитической обстановке, и внутри страны, придется платить больше. Позиция ресурсников в данном случае. Да, действительно, это, скажем, по ряду лицевых счетов
да, то есть это порядка 15% от общего количества лицевых счетов. У нас всего на электроотопление порядка 14 тысяч лицевых счетов, да, вот порядка 15% привалило за первый диапазон. Ну, а сейчас я говорю конкретно в целом по зоне обслуживания, да, вот это у нас Нюрбинский, Сунтарский улусы, это у нас Мирнинский район, Ленский район и Алекинский район тоже, да, то есть, соответственно, там есть увеличение объема потребления, выходящее за первый диапазон, соответственно, в связи с действующим законодательством субсидируется объем электроотопления только тот, который попал на первый диапазон. И весь объем, который превышает первый диапазон, он тарифицируется по экономически обоснованному тарифу для соответствующего, скажем, группы населения. Вот. В связи с этим вот, действительно у людей увеличилась плата за потребленную электрическую энергию. Угу. Но при этом нюанс такой, да, в году в 15-16, когда вот я как обозреватель в том числе начал заходить в аспекты энергосбережения, был такой момент, то есть умные ребята со СУФУ говорили, в принципе, вот при отоплении, там, учитывать вариант отопления, да, газовое, там, электрическое, сухим топливом, хорошо жить в Сунтаре, в Нюрбе, там у них зона ГЭС, это в свое время было же, да, и у них очень льготный тариф на электроотопление получается. То есть в свое время, до каких-то определенных пертурбаций в составе, я так понимаю, Русгидро, да, был момент такой, что выгоднее как раз было в Сунтарах, Нюрбе отапливаться электрической энергией. Да? Ну, такая схема была, у всех она на слуху, и люди, наверное, вот этот фактор сейчас дает более такой утяжеляющий, скажем так, эффект. Про какие диапазоны речь идет? Вы очень хорошо умеете, скажем так, переводить вот эти сухие, разнарядочные какие-то моменты, да, в язык, понятный для конечного потребителя, который стоит у кассы с расчетной книжкой. Сначала хотел бы рассказать вообще, да, с чего это началось. Я напомню, что в 2024 году изменилось сначала федеральное законодательство, и вообще появилась норма такая, как дифференциация тарифов по объемам потребления. Как вы сказали только что действительно намечена цель начать экономить существующие ресурсы, то есть правильно их рационально использовать. Да? И в целях внедрения принципов энергосбережения вот такая норма была внесена в федеральный закон об энергоснабжении, об электроэнергетике Российской Федерации. Тогда субъектам было дано право устанавливать эту дифференциацию самостоятельно и определять диапазоны по объемам потребления. Я напомню, мы в 2024 году определили такой размер в 11 120 киловатт-часов в месяц, исходя из нормы расчета средней присоединенной нагрузки каждого домохозяйства в 15 киловатт мощности. Далее, в 2025 году федеральный закон также изменился, и был уже определен максимальный пик, да, того размера, о котором, в рамках которого может субъект устанавливать эту дифференциацию. Вот Андрей Юрьевич уже назвал эту цифру, да, это то есть 3900 киловатт в месяц с коэффициентом в 1,8, 7020 киловатт, там, максимальный разрешенный размер как раз диапазона на федеральном уровне был установлен. При этом мы установили 6500 киловатт, да, расчет был исходя из проведенного анализа, вот с коллегами с Дальневосточной энергосбытовой компании мы работали, проверяли несколько лет по объемам потребления как раз всей Вилюйской группы районов, и исходя из расчета того, что у людей установлен на сегодняшний день электрокотел в 9 киловатт, плюс электробытовые приборы, которые у нас работают ежедневно, там, на среднечасовой там, основе, там, телевизор 6 часов, там, чайник 4 часа там, и так далее. Да? Холодильник круглосуточно. Холодильник там, круглосуточно, да. Вот из этих всех норм у нас получалось там, в районе 6500 киловатт. И эта норма так была определена.
Вот о чем Андрей Юрьевич сказал. Действительно, что в прошлые годы, мы вот сейчас запрос сделали по метеоданным, действительно, в прошлые годы зимы были более мягче, да, и мы вот с этим, конечно, фактором здесь климат, ну, не угадаешь, да, действительно ударили холода, и вот в декабре, если говорить о прошлых годах 2024 года, то пики приходились как раз на январь. В этом же году пик пришелся как раз на декабрь, и люди в январе, получив квитанции за декабрь, да, превысили вот этот диапазон. Если говорить о процентах, вот Дмитрий Русланович тоже сказал уже, да, мы когда анализировали, у нас под превышение попадало в среднем по Вилюйской группе, если говорить только отопительный сезон, 4,4%. Если говорить пики, тогда в пик мы считали как раз январь. В январе было 10% превышения. То есть мы понимали, что 10% лицевых счетов из 14 тысяч, они так или иначе подпадают под превышение. И причинами этого превышения, как правило, в 50% случаев была несвоевременная передача показаний приборов учета. Сейчас по тем лицевым счетам, которые попали под превышение, идет вот планомерная работа. Мы принимаем достаточно большое количество заявлений, как в адрес комитета, так в адрес вот подведомственного учреждения. Через коллег по УДЭК тоже поступают заявления. С муниципальными властями Сунтарского района мы провели большую встречу, совещание. Все главы муниципальных образований были. Сейчас создана рабочая группа официально при Государственном комитете по ценовой политике, в состав которой вошли все заинтересованные стороны, там, начиная от муниципальных властей, органов исполнительной власти, представителей как раз энергокомпаний, как Якутскэнерго, как сетевой компании, которая обеспечивает съем показаний, да, в частных домах, и гарантирующего поставщика ПАУДЭК. До конца месяца мы планируем провести такой детальный максимальный анализ по каждому лицевому счету, разобраться в основных причинах, да, превышения, потому что, ну, коротко о случаях, да, так скажем, частных. Мы видим то, что по некоторым домам есть превышения совершенно необъяснимые. Если в 2024 году он в декабре потребил там 3000 киловатт-часов, да, а в 2025 году, получается, в том же декабре 9000. Ну, то есть, да, мы понимаем, что разница X3, температур... да? Да, X3. Но разница температур же не X3. Мы даже через расчетный коэффициент разницы температур для обеспечения 22 градуса внутри помещения при минус 60 внешней температуры, да, ну, будет X1,5 там, да, но не X3 никак. Это значит либо опять несвоевременная сдача показаний, либо какое-то дополнительное потребление небытового характера. И мы тоже это выявляем, что, напомню, например, федеральным законом о теплоснабжении, да, к льготируемым категориям потребления относятся именно жилые помещения. При этом у нас мы видим, что... Куча народу отапливает гаражи. Гаражи, да, вот гаражи, теплицы, подсобные помещения. хозпостройки какие-то. Те да. же бизнес, скажем так, под Вот. бизнес, который отведен и так далее. То есть нам сейчас четко нужно разделить лицевые счета по категориям, действительно, кто попал под это превышение, так скажем, потому что он отапливается, ему действительно недостаточно этого, да, и те, кто попал туда, потому что используют электроэнергию, ну, не совсем по бытовому назначению. Может быть, внутри отопительного сезона, да, сейчас вот как раз мы этот анализ проводим, возможно перераспределить не 6500 каждый месяц равными долями, да, а может быть какие-то месяца, да? в пиковые месяца оно должно быть больше, Это логично, кстати. да, а в более теплые месяца, наоборот, снизить эти пороги. Учитывая точку, где прорвало, да, я вообще склонен согласиться с Андреем Юрьевичем, потому что, ну, новогодний период Мирбев, Сунтаре, это был всегда, ну, как, извиняюсь, в Дубай съездить, да, потому что здесь в Якутске там 45, там у них 22. Ну, стабильно было так, да. В этом году январь отметился 52 градусами Градусами, Это не в первый раз. в Сунтаре. Да, не первый раз. Там даже ограничение авиарейсов было из-за погодных явлений, да. Вилюйский ГЭС предназначался в основном для работы тогда алмазной отрасли, да, в СССР строила. Ну и, соответственно, мы получали, как говорится, очень дешевое электричество всю жизнь, да. Но в свое время исторически, пока я там не уехал, в 1994 году, да, мы отапливались только дровами.
У нас другой альтернативы не было. Потом вот в конце 90-х годов и в начале 2000-х было принято решение об электроотоплении, да, ввести в Сунтарском улусе. Потом она и пошла и в Нюрбинске и так далее. Соответственно, народ перевели полностью на этот. Электричество еще было тогда дешевым, потому что все от ГЭС было. Но самый центр проблемы, я считаю, все-таки то, что сейчас идет, как бы все тарифы объединили. Что ГЭС, что ТЭЦ, что дизельные электростанции там, и так далее. Соответственно, сейчас мы получили тариф усредненный на всю Якутию где-то 7, где-то 9 рублей. И получается, мы вынуждены, Вилюйская группа, оплачивать за Арктику. Друзей, да, которые живут за ТЭЦ, это город центральный, и плюс Арктика, да. И, соответственно, сейчас переводить к такому, что Вилюйская группа, которая питается от ГЭС, будет платить тариф 7,45, я что-то считаю несправедливым. Есть еще два таких самых больших проблемы. То, что люди не привыкли утеплять свои дома, да, это от жителей. А второе, хорошее рациональное отношение энерговыделяющих предприятий. Мы вот недавно проводили анализ по всему ЖКХ, не только там электроэнергии. Вот Намский улус, да, там ЖКХ у них отделилось, да, например, еще в 90-х каком-то году. В начале 2000-х. Да, 2000-х годах, да, там. И показатели Намского и Кангаласского улуса очень разнятся. Например, за ЖКХ в Намском улусе платят в 3, да, или в 2 раза меньше, чем в Кангаласском, например. Если бы то, что услуги ЖКХ и те, кто делает электроэнергию, они бы рационально выдавали вот этот показатель, да, там, не обязательно там на нефти, там, на дистопливе, там, на каких-то других альтернативных этих делали. Тот же АЭС, да, вот, который мы строит Росатом в этом Устьянском улусе, да, там для золотодобычи, да, в основном. Но она тоже коснется населения, там будут относительно дешевые. Но сейчас Алроса даже ушла от Вилюйской ГЭС. Она начала ставить газотурбинные вот эти установки, потому что вся эта объединенная цена у них, получается, себестоимость поднимает алмазодобычу очень сильно. Вот это системная проблема на самом деле. Это нужно работать со всеми этими. То, что вот предлагаем, это схема, да, вот в конце марта будет выездное заседание бюджетного комитета. Вот вопрос тарификации относится к бюджетному комитету Государственного собрания Алтыман, да. Выездное заседание будет проводиться в городе Нюрба, и все вилюйские зоны туда приедет. Летом будет уже рассматриваться вот этот закон. И вот то, что предлагает Николай Владимирович, да, там, по части того, что, разделить, да, там тарификация идет с сентября по май. И идет по 6500. Ну, понятно, что в мае или в сентябре, да, никто не будет 6500 потреблять. Там температурный режим такой маленький, и, соответственно, вот этот, я предлагаю все-таки до федерального вот это 7,20 увеличить, чтобы это было, да, вот. Плюс 8%. Да, плюс 8%. А потом вот это дифференцированно, разделить, как говорится, с осенью это сентябрь, октябрь убрать, и май, апрель тоже убрать. Там снизить тарифы, за счет этого увеличить зимние лимиты, да. Вот так... Имеет право, скажем, существовать? Вот конечно. мы это уже объединенное решение. Объединенное, уже Не, оно еще не решение. Давайте мы будем говорить о том, что сейчас итоги, когда мы проверим все, тогда вот будет сразу видно, какие пики все-таки должны быть. Но мы предлагаем оставить 58 500 киловатт, это вот весь отопительный сезон, 6500 умноженное на 9. Пока вот в них работаем. Если 58 500 вот мы плюс, все лицевые плюс 8% счета... я предлагаю. Да, я понял. Мы все 14 тысяч проверим, если среднего значения не будет там выше, 7020 умножить на 9, это там, условно говоря, 63 тысячи киловатт-часов, то если мы за этот диапазон не будем вылазить, то, мне кажется, можно и остаться в 58 500. Просто перераспределить их внутри года правильным образом. Меня удивило то, что внутренний лимит, да, вот, который касающийся внутреннего расхода, который без электроотопления, да, это у всех лимит этот входит. И никто его не превышает, даже те, кто сейчас превысили там, их в 10 раз, в 3 раза там, или во сколько-то раз. А вот именно по электроотоплению получилось, что у некоторых вообще
ну, очень большие, до 27 тысяч, по-моему, у кого-то вышло, да? Из тех, кого посмотрели, там из 8 домов в Сунтарском и Нерюбинском улусах. И я не думаю, что вот к электроотоплению можно какую-то там подключить счетчик, как там... Я понимаю, если общее потребление, которое касается, можно включить там какой-нибудь там аппарат, который касается там производства чего-то там. Да? Ну, вот подозреваете же, что там народ занимается там незаконным предпринимательством, а все касается только электроотопления. А все превышение входит через это электроотопление. Когда мы начали переводить вообще на электроотопление Вилюйскую группу, да, это было правильным решением. Ну, понятное дело, что тогда еще не было проектов по присоединению Якутии к единой энергосистеме. Да? Тогда даже про это не говорилось. Об этом заговорили, наверное, только там в 2008-2006 году. Тогда было понимание того, что энергосистему нужно объединять в первую очередь в целях надежности. Да? Понятное дело, что... да? Да, тогда не говорили о том, что будет изменена система тарификации, то, что там вот будет все так там, и так далее. Тогда таких прям опасений не было. Потом, когда пришел рынок, вот единая энергосистема, там действительно есть свои правила ценообразования о том, что средняя цена формируется там общая. Да? И когда переводили на электрообогрев вот Вилюйскую группу, я напомню, что вот мы разговаривали даже там с коллегами, кто помнит это, всем говорили, что нужно ставить все-таки альтернативный дополнительный источник теплоснабжения в виде там вот печки, не надо было демонтировать там и так далее и тому подобное. И мы видим то, что сегодня вот 80% все равно это основная масса-то не попала под превышение. 82% по декабрю не попала под превышение. И мы видим дома, например, 200 квадратных метров, 200 квадратных метров, на одной и той же улице стоят два дома одинаковых совершенно. Один потребляет в 6 тысяч в декабре, при минус тех же 50 градусах, другой потребляет 14 тысяч при тех же параметрах. При этом, вот, оказывается, коллеги спрашивают, он использует комбинированный режим теплоснабжения. Он часть дотапливает печкой и включает электроотопление. То есть в то время, когда вот кто-то думает об энергосбережении, кто-то не думает. Речь же идет, это только по тарифам на электроотопление для сельской местности сейчас. Нет, село-город. Село-город. Село-город тоже. Это Да, вот это вы о чем как раз говорите, почему там 1,5 рубля, рубль 80, рубль 60, рубль 70 есть. Это, во-первых, село-город дифференциация, есть дифференциация одноэтажных, двухэтажных, трехэтажных, есть дифференциация день-ночь еще. То есть сетка тарифная очень обширная на самом деле. Это мы сейчас говорим, там, условно говоря, 2 рубля. Это среднее значение того, что есть. А так дифференциация очень большая. И еще хотел бы тоже добавить, да, тот материал, который мы предоставили Госкомцену, он будет проанализирован, да, вижу такой порядок работы, что будет проанализирован именно те лицевые счета, которые превысили первый диапазон. Потом будем раскидывать их по причинам превышения, да, то есть, возможно, там, то есть это реальное высокое потребление, там, влияние перерасчетов, еще какие-то там влияния, да, там, изменения квадратуры и так далее. Ну, вернее так, вот это влияние мы именно конкретно по тем данным, которые, скажем, документарно. После этого будет уже обследование уже, скажем так, участниками, вернее, членами этой рабочей группы, и будем как раз и выявлять и смотреть именно вот причины на увеличение потребления. То есть одно дело, допустим, у нас стоит в нашей базе строение 43 квадратных метра, а потребление, извините меня, там 9 тысяч киловатт-часов в месяц. То есть как может маленькое, скажем, здание потреблять такое? То есть, сразу возникают вопросы. То есть, необходимо это обследовать. Причин может быть разные, да. То есть, человек в свое время, там, у него было одно строение, да, то есть, он построил либо новое, либо к этому дому подстроил еще дополнительные эти площади. Соответственно, он распространил, скажем, отопление на этот. Вот. Здесь-то вопрос уже тогда получается не к регулятору, не к нам, а именно вопрос конкретно к самому человеку. То есть он увеличил свои площади, соответственно, соответственно, он должен, во-первых, уведомить нас, как ресурсоснабжающую организацию, и, соответственно, чем больше площадь, тем больше коммунальный ресурс. Это мы видим, допустим, здесь в городе Якутске покупаешь квартиру там 100 квадратных метров, соответственно, у тебя коммуналка будет соответствующая. Вполне возможно, что часть ненужных построек он может, например, на зимний период отключить и, скажем,
Нет, но я один из соглашусь вариантов. с Андреем Юрьевичем в плане того, что нужна справедливость, да? Но особенно среди, еще раз, тех муниципалитетов, которые считаются сельскими, да? Потому что, ну, все-таки уровень доходов и в первую очередь в городской местности, в сельской местности он разыкратно разнится. Поэтому требования справедливости со стороны народного депутата я считаю очень обоснованными, очень логичными. Второй момент такой, что ладно, Сунтар-Нюрба, где вот превышение там 14-15 тысяч, да, мы сейчас рассматриваем, даже вот такие случаи, то есть даже небольшие, но есть же сигналы со стороны, скажем так, Тускула, Сатала, да, где люди также включают электроотопление, и там уже начисления будут сотни тысяч. Сотни тысяч, да. Мы знаем об этой проблеме существующей, да, то, что даже в газифицированных, получается, у нас районах, где нет мощности газа, либо там программы газификации предусматривает газификацию этих районов, ну, насколько мне известно, там Тускул 27-й год стоит, увеличение пропускной способности ГРС они уже сделали, сети дотащат и там начнут подключение. Да. До этих пор люди сидят на электроотоплении. Я напомню, законом о льготных тарифах у нас предусмотрено, что льготные тарифы на электроотопление действуют только в зоне действия гидроэлектростанций. Да, правила как бы рыночные поменялись, но технически-то мы живем в той же энергосистеме. То есть технически подключение к услугам электроотопления вблизь гидроэлектростанции, оно технически объясняется тем, что и передача электроэнергии на более дальние дистанции снижает потери, и подключение именно в этих районах, оно с технической точки зрения как бы оправдано. Для того, чтобы, во-первых, правильно загрузить сетевой комплекс, правильно загрузить работу станции и правильно, получается, перераспределить эту энергию. Вот эта вся история, да, и вот эти все меры, они же направлены в первую очередь, вот как я сказал, перераспределение правильного объема ресурсов, существующих ресурсов, да, рационального перераспределения, но и перехода к адресным мерам поддержки. Если у нас на сегодняшний день, вот мы сейчас только что сказали, что льгота была повсеместно и всегда, для всех, да, для всех, то сейчас идет переход как раз к адресной модели субсидирования, потому что, ну, я напомню, да, у нас в бюджете региона там требуется 55 миллиардов на межтарифную разницу в целом. И это колоссальная сумма денег, которая является самой большой в стране. Там ближе к нам, по-моему, только Санкт-Петербург, там в районе 35 миллиардов, да, и Камчатка, Чукотка, Магадан. Это вот самые такие... Да, северные После субсидий, районы. что ли? Да, по межтарифке. Ну, если Санкт-Петербург, извините меня, там количество проживающих в 5 раз больше, да, там... 55 миллиардов, ну, Да. сумма на самом деле очень, Да, огромная. очень, Да, огромная. очень огромная. Я еще раз... То адресные меры поддержки, я напомню, что если у вас есть превышение, у нас на сегодняшний день работают субсидии, то есть есть агентство субсидий, куда можно написать заявление, и в случае превышения вашей коммунальной платы от ваших совокупных доходов семьи в 15%, вы имеете право претендовать на получение адресных субсидий дополнительно. Еще есть субсидии многодетным семьям, да, которые являются, не зависят от дохода семьи, а являются повсеместными. Требуется только заявление в наш портал Е-Якутия на получение этой субсидии. 30% от коммунальных ресурсов. Поэтому вот переход к адресным мерам поддержки — это тоже один из таких необходимых факторов будущего вообще тарифного регулирования и ценообразования. По поводу многодетных, то есть если семья, которая, ну, скажем, пользуется электроотоплением, является многодетной, то достаточно семье заявиться в подразделение наше, ну, скажем, в зоне электроотопления, предоставить соответствующие документы, что они являются многодетной семьей, и тогда в отношении данного домохозяйства, данного, ну, по данному лицевому счету, весь объем электрической энергии, независимо от объема, она попадает, будет рассчитываться по первому диапазону. Это вот как раз тоже является одной из мер поддержки многодетных семей. То есть ограничения нету по диапазону, по сути, у многодетной семьи. Это вот гарантирующему поставщику передаете документы, и действительно диапазоны, ну, как бы не применяются, да, к вам? Да, вот там, скажем так, все потребление, независимо от того, в какой диапазон она попала, она будет рассчитываться как по первому диапазону. Теперь вот несколько слов по поводу того, что надо вот смотреть на доходы,
домохозяйств и так далее, да. То есть здесь мы абсолютно как бы лояльны в этом отношении, да, то есть мы рассматриваем все заявления потребителей, которые попали в такую ситуацию, да, когда понятно, что человек не может одномоментно вытащить огромную сумму денег, оплатить. То есть мы заключаем реструктуризацию с учетом возможностей семьи. Да, то есть, как говорится, если перефразировать, зима не может идти вечно, да, то есть, соответственно, будут какие-то периоды, да, там, где Можно накопить и расплатиться. Да? Рассрочка, да? Да, рассрочка платежей, реструктуризация. Да, реструктуризация задолженности. Мы идем навстречу. Пени при этом не начисляют. Я как человек, который прошел реструктуризацию, когда были от частных сетей передавали, скажем так, городским сетям, да, в принципе, знаю, что этот механизм работает, работает достаточно корректно и без, скажем так, не по банковским ставкам, да, вполне рабочий механизм, который позволит пережить вот этот момент, когда у тебя счет на 50 тысяч или там на 100 тысяч, дотянуть вот этот, скажем, платежи по этим, то есть не оставаясь злостным неплательщиком, скажем так, перейти в следующий сезон, где будет уже дышаться немножко легче. Вы это имеете в виду? Да, совершенно верно. Абсолютно. То есть я еще раз говорю, мое домостроение, оно было в частной сети, а потом передавали, когда городским сетям, возникли какие-то вот такие, там, фамилия Богатырев при этом, скажем так, которая многим известна, да, скажем, в энергетике присутствовала. Хорошо, давайте к завершению. Мне очень отрадно, как одному из вообще обычных людей, обычному столяру, да, то, что и власти, и представители народа идут на такой активный диалог. Мне очень понравилось, что в течение прошлой недели вы все активно встречались, смотрели, обсуждали, пытались понять логику друг друга. Да? Мне вот это очень понравилось. И представители муниципалитетов, и представители Госкомцен, и представители поставщиков. Я думаю, что в любом случае какой-то вот с учетом справедливости, про который говорит Андрей Юрьевич, решение будет, и оно же пока еще не этот. Но прогноз я не буду пока у Николая Владимировича спрашивать. Решение будет, когда будет. Да? Пока же мы довольствуемся тем по состоянию на конец недели, что пока идет рассмотрение каждого случая в этот. Насколько детальное будет вот это рассмотрение, еще раз... В составе рабочей комиссии, наверное, все-таки решится. Мы точно не собираемся затягивать это в долгий срок. Это вот буквально планируем, что до конца месяца какие-то уже решения будут сформированы сначала от рабочей группы, потом эти решения будут предложены в адрес правительства республики. На уровне правительства это будет рассмотрено. Далее уже при согласовании позиций каждых из заинтересованных органов исполнительной власти, я напомню, то, что у нас со стороны регулятора это установление цен, но если мы говорим про льготирование, то это же вопрос и бюджета, это вопрос Министерства финансов, это вопрос Министерства ЖКХ и энергетики, которые являются главным распорядителем бюджетных средств, да, в госпрограмме которых должны быть предусмотрены дополнительные средства, если мы это все-таки выводим часть на дополнительные субсидии, да. Поэтому все это, безусловно, должно на каждом уровне быть согласовано и потом внесено уже, как Андрей Юрьевич сказал, на рассмотрение ВИЛТУМЕН как законодательная инициатива от правительства республики. То есть это, еще раз, нет шансов, вернее, нет вероятности того, что какая-то инициатива разобьется о федеральное законодательство. Нет, это только... Время, да, очень много происходило. Все верно вы говорите. То есть в пределах региона это решаем. Да. Да. Но с федералами мы не останавливаем работу. Безусловно, вот о чем Андрей Юрьевич сказал, то есть поднять до 7.20, да, мы сейчас эту историю тоже прорабатываем с Федеральной антимонопольной службой. Мы уже обращение направили. Более того, я скажу, что инициативные граждане Сунтарского района обратились в том числе в администрацию президента Российской Федерации. У нас также есть сигналы с Министерства энергетики Российской Федерации, от аппарата президента, от Федеральной антимонопольной службы. То есть мы с ними в том числе в диалоге рассказали о своей проблеме, то есть как это все произошло и какие предложения есть у региона для того, чтобы внести изменения в федеральные нормативные акты. Это в том числе мы хотим, чтобы и на федеральном уровне дали возможность дифференциации внутри отопительного периода делать разные диапазоны. На сегодняшний день в федеральном законодательстве есть
отопительный и межотопительный. Все, то есть только два периода и только вот такая дифференциация. Мы же говорим, что мы субъект все-таки самый холодный, самый большой во всем мире. Дайте нам возможность сделать по-своему. Дайте это на откуп решений субъекта Российской Федерации. Ну, понятное дело, что там какому-нибудь Красноярскому или Краснодарскому краю не нужна такая дифференциация. Да? Но будем надеяться, что, скажем, морозы, которые в последнее время все чаще столицу нашей страны накрывают, поспособствуют принятию более, скажем так, взвешенного решения в части того, в каких условиях приходится жить людям, в том числе на Крайнем Севере. Да? На самом деле, во всей этой истории мне несколько моментов кажутся очень заслуживающим внимания. В первую очередь, это то, что у нас депутат из ругательного практически слова, да, превратилась в защитника интересов. В данном конкретном случае Андрей Юрьевич и его коллеги, получается, показали на деле, как должен работать народный избранник, представитель того или иного населения, который территориально, скажем так, представляет интересы высших органов. Да? Второй момент – это то, что, еще раз, наметилось в течение полутора-двух недель тенденция к очень активному диалогу, поиску взвешенного, логичного решения со стороны всех структур, задействованных в этой ситуации. Со стороны населения. Население готово, скажем так, в более цивилизованной форме преподать свои претензии. Руководство республики готово рассмотреть и не то что подвинуться, да, а активно ищет пути для справедливого решения. И представители ресурсной организации, к которым все претензии вначале были адресованы, еще раз, они не могут быть. То есть это как электрический счетчик, который считает, столько намотало, извольте столько оплатить. Да? А сколько, это уже вопрос немножко выше уровня структурам, которые в свое время, получается, в 2024 году инициировали введение определенного федерального закона. Спасибо, что немножко дали простым людям понять. И еще раз, очень многим на самом деле нужно быть вхожими в те или иные вопросы, которые рассматриваются вроде бы в скучных каких-то вещах. Там, ладно, комитет по бюджету, да, но там это скучным не назовешь, это жизнь всей республики. Да, но вот вопросы тарификации там, и так далее, людям все-таки нужно более активно вникать, более быть дотошными, да, а что если, а как я могу, и на что я имею право рассчитывать. Вот эти все моменты, они должны более четко знать, активно применять. Спасибо всем, Дмитрий Русланович, Николай Владимирович, Андрей Юрьевич, за участие в программе «Один из нас». А один из нас сегодня интересовался, почему резко выросли тарифы именно на электроотопление.